Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на мужчину. А тема будет такой: что ждет вас вместе? Что ждет ваши отношения, будут ли у вас отношения, как все между вами сложится. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Просто спросите, что ждет нас в будущем, будем ли мы вместе. Я думаю, вы все настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какие вы интересные люди. Так, мои хорошие, ну, я так скажу, вот эти отношения, они вообще не случайны. Вот эти отношения, они по судьбе. Если вы уже в отношениях, но все идет по плану высших сил. Если вы еще не в отношениях, то план тут такой: вас свести, вас объединить, и вы должны какое-то испытание, либо какой-то урок совместно пройти. Мужчина здесь немножко нервный. Мужчина тут такой, знаете, вот наперед любит подумать, там, поразмышлять, пофилософствовать. Очень как-то вот осторожно он относится к будущему, настороженно, я бы даже сказала. Всегда ждет каких-то подвохов, как будто бы он какой-то пессимист. А вот женщина наоборот, женщина вот любит жить. Ну, вы, да, вы яркая, вы активная, вы сильная, вы стабильная. Вас невозможно, я не знаю, запугать, вас невозможно там прогнуть, нагнуть. Нет. Вы всегда устремлены к своей цели, вы всегда с улыбкой на лице, вы ничего не боитесь, вы уже в жизни столько всего пережили, что вас уже не испугаешь. Да? Есть проблема, вы ее решаете. Одна проблема решила, две проблемы решила, там, 100 проблем, все порешаю. Вы в себя верите, вы себя знаете. Вы всегда вот на шаг впереди планеты всей. А вот мужчина, наоборот, на шаг отстает. Вот такой вот он типаж. Девочки, вы вот когда вместе, вы как друг друга уравновешиваете. Он немножечко гасит вашу торопливость, а вы его немножко подгоняете вперед. Кстати, очень взаимовыгодные отношения идут. Вы друг друга как будто бы обучаете, либо там на примерах на своих показываете. Ну, он вас, да, где-то притормаживает и говорит: ну не спеши, можно же шишку набить. А вы наоборот ему говорите: ну, давай, немножечко там булочками-то пошевели, надо двигаться, а то замерзнешь. Вот, очень интересное отношение, просто невероятное. Вот за вами очень интересно наблюдать, как у вас там все складывается, как развивается. Вы, кстати, какими-то высказываниями, либо резкими суждениями этого мужчину очень часто шокируете. Вот он смотрит на вас и каждый раз, вот как, знаете, как валенком по голове ударили, думает: о, вот это женщина, о, вот это она дает, какая она смелая. Да, он удивляется вам, он удивляется и восхищается. С одной стороны, это классно, с другой стороны, но это не ревность, это больше, знаете, как похоже на сомнение в себе. Да, он когда начинает это все анализировать, ковыряться, он думает: о, она не боится, а я бы побоялся. Вот. А вдруг она узнает, что я там трусливый. Понимаете, вот такие у него противоречия возникают. Так, здесь у меня точно есть девочки, кто зашли, смотрят на женатого, либо на того, кто в отношениях сейчас находится. То есть за мужчиной стоит женщина, а может быть он с мамой живет. Но больше, конечно, похоже, что с какой-то другой женщиной, это не мама. Ну, может быть, у единиц отыграется, что он живет с мамой. Но вот женщина, она очень сильно на этого мужчину влияет. Либо эта женщина очень хорошо его знает, где у него слабые узкие места, и она прям за эти места его держит, девочки. Прям держит, не отпускает. У мужчины стремление к вам. Вот душа просится к вам, сердце просится к вам, но голова, вот в голове вы, в мозгу только вы.
но при этом, ну, как на цепи он у этой женщины сидит, она вот его не отпускает. Знаете, как Цербер его охраняет, чтобы не дай бог, не дай бог. Но он ей, конечно, выгодный, он ей нужен не для жизни и любви, а скорее для комфорта и для материального благополучия, для этого нужен. Вот. Он, конечно, это подозревает, он, конечно, об этом думал не раз, даже были какие-то факты, может быть, даже ловил он ее на этом деле. Вот. Но тем не менее, как бы он порядочный человек, он не может ее как-то бросить, там, либо как-то быстро с ней развестись. Это проблема, это реально проблема. Плюс она не отпустит. По доброй воле она не отпустит. Вот, так что здесь непросто, очень даже непросто будет. И вот такой треугольник, он может затянуться, на месяца может затянуться, и будет иногда казаться, что это болото, что вы просто в пропасти вместе летите, катитесь, но это не так. Вы мужчине этому даны для того, чтобы он смог поменять свою жизнь к лучшему, чтобы он смог жить настоящей, полноценной жизнью. Не быть чьим-то кошельком на ножках, а быть настоящим мужчиной, семьянином, любимым. Любить и быть любимым. В общем, так это дано. Если он это поймет, вот как дойдет до него, да, суть вопроса, девочки, но вы будете вместе. Несмотря ни на что, он оставит эту женщину и будет с вами. Потому что вы друг другу очень хорошо подходите. И то, что между вами, вот эти чувства, которые накаляются сейчас, с каждым днем, с каждой минутой, они все сильнее и сильнее становятся. Дойдет до того, что он просто будет плакать, да, плакать от обиды, что не может быть именно с вами здесь и сейчас. Может быть, сам с собой, может быть, вам будет плакаться. Но он будет вопрос этот решать. Обязательно будет. И вам следует его поддержать, девочки, поддержать, не упрекать, не подгонять, а именно поддержать. Просто сказать: а я тебя люблю, я люблю тебя, любила и буду любить. Я тоже хочу быть с тобой, я тоже мечтаю о том, чтобы у нас все было хорошо, о семье, о теплом доме. Да, вот говорите ему то, что чувствуете. Поверьте, ваши слова, они придадут ему уверенности, дадут ему силы, и он этот вопрос решит. Для тех, кто без треугольников, кто только недавно познакомился, и у вас симпатия с этим человеком, ваши отношения будут развиваться, но мужчину что-то будет отвлекать. Может быть, работа, может быть, какие-то дела, может быть, какие-то родственники. Вот как будто бы он с вами, а потом раз, и он пропадает на какой-то период времени. Может быть, там по работе уехал, либо к родственникам поехал. Постоянно будут вот такие дырки присутствовать, там пробелы во времени, когда вы не общаетесь, не видитесь, и связь какая-то между вами идет, ограниченная, да, может быть, уезжать будет куда-то далеко, где плохо ловит мобильная связь, и там интернет очень слабый, плохой. Вот вас это будет очень беспокоить, и вы будете нервничать, девочки, вы будете нервничать, что мне вас тут обманывать, буду говорить как есть. А мужчина тоже будет нервничать, очень, и он очень будет вас ревновать, потому что вы девушка красивая, на вас мужчины заглядываются. Может быть, вы этого не замечаете, может быть, никогда не обращали внимания, но поверьте, мужчины на вас смотрели, смотрят и будут смотреть. Он это видит. Вы этого не видите, а он это видит. Он это видит, и ему это, конечно, такими колючками, занозами в сердце боль причиняет. Понимаете, вот прям каждый раз как шипы, да, идут. Вот смотрите, чтобы эта ревность, она все не испортила, потому что он может просто психологически не выдержать, как психануть, чего-то там вам нехорошего сказать, а вы его просто пошлете куда подальше. И это будет трагедия для него, и, конечно же, боль и печалька для вас. Девочки, все можно порешать, обо всем можно договориться. И я вижу причиной вот этой ревности – это ваша независимость. Какая-то невероятная независимость, у вас очень такой прям вольный дух. Он это видят все вокруг. Спросите, хотите у мамы своей спросите, там, у подруг своих спросите. Вам все об этом скажут. Здесь я бы вам посоветовала, может быть, с этим мужчиной более как-то откровенно разговаривать
И не стесняться, возможно, говорить ему о своих чувствах, да, что там я скучаю по тебе, я там думаю о тебе. Ну, например, да, он там из командировки вам звонит, говорит, а что ты делаешь? А вы ему раз такая и говорите, вот пересматриваю наши фотографии вместе, сижу, ностальгирую, да, грущу, вот прям хочется быть с тобой. Это очень хороший вариант. А если он вам позвонит, а вы ему такая, да, я с девчонками там в баре сижу, да, либо в клуб пошли, либо там где-то время проводим, такими парнями красивыми познакомились. Конечно, для мужчины это будет болька. Он просто не выдержит. И все. Вот этот период его сложный, когда он будет уезжать, переезжать, он протянется несколько месяцев. Ну, потом все закончится. Я думаю, что вы сможете уже и договориться, и объединиться, и уже, может быть, совместно куда-то ездить. Либо он как работу свою найдет там, где проживаете вы, либо вот идет как окончание вот этих странствий его, окончание, либо какие-то проблемы закончатся. Все, вы будете вместе, вы будете дальше договариваться и вместе жить. Главное, не провоцируйте. Не провоцируйте, а наоборот успокаивайте, что вы его ждете, что вы его любите, что вы надеетесь, да, там деньги, минутки считаете, когда вы будете вместе. Вот это будет вам помогать. Не бойтесь, девочки, говорить мужчинам о своих чувствах. Это очень хорошо, когда женщина может говорить о своих чувствах. Не стесняется, там, не зажимается, а говорит то, что думает, то, что чувствует. Поверьте, он вас очень ценит и очень боится вас потерять. Так, для тех, кто у меня уже в отношениях находится, и, ну, я так понимаю, вы либо вместе проживаете, либо вы, может быть, готовитесь к совместному проживанию. Вот мужчина, ну, он старается что-то сделать, не понимаю, то ли что-то купить, то ли заработать. Что-то он хотел бы улучшить для вас. То ли он сюрпризом хотел бы это сделать, то ли он вам все не рассказывает, чтобы там не испортить момент, да, посмотреть на вашу радостную реакцию. А вы почему-то вот считаете, что он не активничает, либо да, что он очень медленно движется к этому моменту, чтобы вместе быть, да, там, либо сойтись, либо пожениться. Нет, вы ошибаетесь. Поговорите с кем-нибудь из его, ну, допустим, близких друзей. Вот просто вызовите на откровенный разговор. Так и скажите: вот я очень переживаю за то. Поверьте, если друг хороший, а я думаю, что ваш мужчина не будет с кем попало дружить, он вам все расскажет. Все расскажет, что он старается, что он там деньги собирает, копит, зарабатывает, да, для вас, для того, чтобы свадьба была шикарная, либо для того, чтобы у вас жилье было хорошее, да, для этого. Поверьте, вы даже в какой-то момент себя почувствуете неудобно, да, кто-то даже, ну, как стыд почувствует, что ой, какой у меня мужчина хороший, а я в нем сомневалась, думала, что он тормоз, а оказывается, он, видите, как сюрприз хотел вам сделать. Девчонки, я не вижу, чтобы вы разошлись. Я не вижу, чтобы вас прям кто-то развел специально. Я вижу, что вы просто можете в какой-то момент, ну, как психануть, да. Он может психануть от ревности, либо вы можете психануть, что он очень медленно двигается. И это может порушить ваши отношения. Но, тем не менее, эти отношения судьбоносные. Даже если в какой-то момент вы там рассоритесь, поверьте, пройдет, может быть, там несколько моментов, да, придет время, когда вы помиритесь. То есть ваши пути на ближайшие вот прям несколько лет, они не расходятся. Вы, может быть, через какие-то там бутирные линии будете проходить, но это не критично, это не страшно. Все отношения проходят через такие моменты. Все будет замечательно. Вы загадали мужчину, с кем вы должны быть вместе, и вы с ним будете вместе. Что еще могу вам сказать, вот именно по вам? Вот какой-то момент у вас идет очень ответственный. Либо вы сойдетесь с этим мужчиной, либо вы там дадите согласие на брак. Но вот идет у вас уже прям как объединение. У вас соблазн какой-то появится. Какой-то еще мужчина у вас появится. И он вас соблазнять будет. То есть, может быть, там покрасивше, может быть, там побогаче, а там поактивнее, девочки, да, может, вот такой придет и начнет вас к себе звать. Да, и говорить: крошка, пошли со мной, буду любить тебя, да, куплю, люблю, и полетели.
Вот, и вы будете уже думать, кого мне выбрать. Поэтому, девочки, соблазн еще у вас будет. Этот нет, этот вас любит, у него глаза только на вас смотрят, других женщин он не замечает. Но как я вижу, да, я вижу, что вы будете вот прям вместе выстраивать свои отношения, каждый по-своему будет вкладываться в отношения. Вы пара для высших сил, и, конечно, никто принуждать вас не будет. Тут силка нет, и это не кармический брак, когда, как говорится, никуда не денешься с подводной лодки. Но тем не менее, я вижу, что вы друг друга за руку держите, но при этом вы действительно разные и как-то по-разному реагируете друг на друга. Вот здесь вам нужно немножко будет поработать и над собой, и над тем, чтобы лучше мужчину понимать. Потому что мужчина у нас маленький вышел, как будто бы ничего не решает, а вот женщина покрупнее, то есть вы будете решать. Вы будете хочу, не хочу, нужно, не нужно. Может быть, да, действительно другого выбрать. Но у вас у вас 2 претендента на будущее идет. И оба хороши собой. И этот, которого вы загадали, неплохой. И вот новый тоже такой, знаете, интересный вариант появляется. Вы еще будете думать, вы еще будете выбирать. И важный момент для кого-то из девочек, у кого есть дети от предыдущих браков. Вот здесь момент будет, когда то ли бывший идет, да, то есть через ребенка будет к вам заходить, что давай там ради детей сойдемся, объединимся, там помиримся, вы будете думать. Либо вот этот новый мужчина, он очень понравится вашему ребенку, либо как-то очень легко и быстро найдет контакт. И вы будете думать, вот что выбрать, да? Как вот мне правильно поступить. Прям как у вас вилка идет. Вилка, когда надо прям посидеть, подумать. 2 варианта, и оба неплохие. Так что, девчонки, все впереди. Все самое интересное у вас впереди. Не переживайте и не отчаивайтесь. Этот мужчина, он вас любит. Он вас любит и со временем еще сильнее начнет любить. Вы вообще ему идете роковой женщиной. Женщиной, которая может поменять всю его жизнь. Причем перемена идет к лучшему. Он душой это понимает и чувствует, к вам тянется. А вы тоже чувствуете, что вы можете повлиять на его жизнь, на его будущее. Как-то за него переживаете, вы за него нервничаете, что ли, да? Хотелось бы ему как-то помочь. Как материнский инстинкт у вас к нему тоже проигрывается. Девчонки, что мне нравится по этой отсыпке? То, что я вижу, что вам в будущем быть счастливой. Выберите вы этого мужчину, либо другого, все равно будете счастливая. Вам высшие силы присудили женское счастье. Вот то, чего хотели, то, о чем мечтали, то, что вам так долго не давалось. Счастье будет. И если честно, вы только не обижайтесь на меня за эти слова, то не важно, какой мужчина с вами будет. Вам плохого не дадут. Вам с плохим не дадут выстраивать отношения. Вам нормальных, адекватных присылают. Конечно, не идеальных, потому что идеала в мире не существует, но мужчина, с кем можно быть вместе, создавать жизнь, создавать брак. Вот таких мужчин вам будут присылать. А вы уже будете выбирать. Варианты у вас будут. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.